Добрый день, уважаемые зрители! В эфире вновь программа «Редколлегия» и хочу познакомить с нашими гостями. Это Владимир Степанов, генеральный директор медиагруппы «Сетим», Афанасий Лугинов, председатель Общественного совета Министерства экономики Республики, заместитель директора Якутской дирекции «Газпромбанка», Анна Набережная, кандидат экономических наук, директор финансово-экономического института СВФУ, и наш коллега Петр Васильев, журналист телеканала «Якутия-24». Сегодня мы будем обсуждать послание главы нашей республики Айсена Николаева. И давайте обсудим ее основные моменты и выскажем свое мнение. Ну, прежде всего, я хочу, чтобы каждый каждый из экспертов высказался, что он считает главным из послания Айсена Николаева. Владимир Николаевич, что вы считаете, наверное, главным? И каждый по очереди пусть выскажется. Ну, самое главное, это объявление 23-го года годом труда. Так? Потому что вот после того, как советская власть была, скажем, ушла, скажем, да, и больше стали определить успех рублем, деньгами мерить. Тут как бы труд ушел как бы в сторону. Поэтому нужно обязательно вот людей мотивировать надо. И вот то, что вот Айсен Сергеевич предусмотрел вот 50 ежегодных премий по 300 тысяч рублей, это хорошо. Еще дополнительно, я думаю, что надо было бы, республика же сама могла бы какие-нибудь награды дополнительно, да. Даже вот раньше соревнования по пятилеткам, победители со соревнований, люди хорошие значки носили. До сих пор, вот если, скажем, старый человек уходит, обязательно отмечать, что он был победителем со соревнований какого-то года, он был ударником коммунистического труда. Ну, все-таки это остается у его родственников как предмет гордости. Надо еще было бы, может быть, между предприятиями или какой-то учредить знак. Да? Афанасий Иванович, ну, ваше мнение, может быть, оно отличное от Владимира Николаевича. Афанасий Иванович. Ну, сложно спорить с тем, что объявление 23-го года годом труда – это одно из основных и самых ожидаемых заявлений, да, Айсен Сергеевич. Единственное, что я бы отметил в дополнение, это то, что вообще в целом обращение, оно было очень емким и затрагивало интересы всех отраслей народного хозяйства, да, и не только социалку, культуру, образование. То есть практически все сферы деятельности республики были так или иначе охарактеризованы, поставлены там какие-то задачи везде, да. И что меня, например, зацепило, это то, что практически везде Айсен Сергеевич говорил о необходимости повышения качества. Качество жизни людей, качество питания, да, продовольственная безопасность, качество строительства, да, чтобы не тяп-ляп, он прям так и сказал, да, строились, а так, чтобы людям было комфортно. Поскольку мы в республика самый большой субъект Российской Федерации, самый богатый, у нас самые, вместе с тем, суровые условия жизни, климатические. И здесь качество жизни людей особую роль играет, да, чтобы и комфортно было также трудиться, например. Вот, поэтому в каждой отрасли он что-то говорил про качество. И про здравоохранение, и про образование тоже было замечание, да? То, что мы где-то там лидеры, но есть вопросы к качеству, например, и так далее. Вот я бы отметил именно то, что Айсен Сергеевич обратил внимание в каждой отрасли именно на качество. Спасибо. Анна Тимофеевна, ну как представитель образования, да, и в то же время эксперт в сфере экономики, что бы тоже подчеркнули бы с послания главы? Когда Айсен Сергеевич Николаев озвучивал свое послание, конечно же, большое внимание было уделено, кроме того, что мы должны поддерживать людей труда. Мне очень, как женщине, как бабушке, как маме, очень понравилось его высказывание о том, что мы должны поднять на новый уровень отношения к женщине-матери. Вот. И те
меры по поддержке материнского труда, да, по воспитанию детей, возложить на уровень новой государственной политики. И, конечно же, когда мы говорим о том, что впереди нас ожидают, видимо, довольно непростые времена, поэтому то, что год был объявлен годом труда, что нам всем нужно трудиться, не показывать видимость какой-то бурной деятельности, а действительно, не покладая рук, каждый на своем месте должен проявить полную меру ответственности, полную меру выполнения тех задач, которые на него возложены на каждом отдельном рабочем месте. Поэтому объявление этого следующего 23-го года годом труда является очень знаковым событием. Я думаю, что это очень актуально и в преддверии того, что следующий год является очень ответственным для нашей республики. Он у нас выборный год, в том числе и для главы нашей республики. Но я думаю, что позитивные рельсы, на которых стоит наша республика, по итогам 2022 года, который отличается большими сложностями, большим влиянием турбулентных процессов, которые происходят у нас вообще в мировом сообществе, конечно же, это очень важно. Петр, вы видели послание, тоже мы совместно работали по освещению послания, по информированию, да? Ну, что считает журналистское сообщество, или вы лично считаете важным, как бы, подчеркнуть послание главы? Я, наверное, не берусь говорить за все журналистское сообщество. Вот именно Ну, как... ВКшники что считают тогда так? Опять же, за всех НВКшников я не смогу говорить. Я могу сказать, что то, что я для себя отметил, что вот политика, начатая правительством и главой республики, в том числе в прошлом году, именно социально направленная и социально ориентированная, она продолжится и в 2023 году. Это же мы можем видеть и по продлению целевого капитала «Дети столетий», и про выплаты для приемных семей, и для неблагополучных семей, и в том числе меры по поддержке демографии, они тоже продолжатся. Не секрет, ну и как многие эксперты уже говорят о том, что сейчас у нас наблюдается небольшой демографический спад, и я думаю, что вот эти меры последних 2 лет, которые у нас в республике приняты, и та социальная политика, которая будет выстроена уже вот по тем тезисам послания, которые глава озвучил, я думаю, что она, в принципе, вполне вероятно поможет этот демографический небольшой спад успешно преодолеть. Вот то, что я для себя отметил, это именно направление социальной политики. Понятное дело, очень обширное послание, оно затрагивает и промышленность, и сельское хозяйство, причем очень важная веха для нашего региона в следующем году. Я думаю, что вот те меры, которые глава озвучил, они окажут необходимое влияние на сельское хозяйство. Ну, в целом для себя я вот по социальной политике могу вот это вот отметить. А как молодой человек, который у нас будет приумножать наше Я тут еще... Капитал человеческий. капитал, да, Я тут еще хотел бы отметить, да, вот одну вещь, может, многие не обращают внимания, может, как-то вот это не высвечивается дополнительно, да, вот, когда в 2018 году Айсен Сергеевич избирался, да, он поставил цель сделать из республики форпост развития России на востоке, северо-востоке России. Так, ну это значит, мы должны быть самым сильно развитым регионом Дальнего Востока и России. Ну, форпост, это понятно, что мы должны быть выше всех, да? И это выстроенная такая политика и линия, которую я смотрю, что он ежегодно выстраивает и придерживается, не отказывается. И вот то, что вот мы в этом году стали самым креативным регионом России, это тоже доказывает, что он именно следует по этой цели. Да? У нас рост промышленной продукции, и что самое главное, вот в этот санкционный период у нас развивается вот именно вот, ну, как-то увидели, что нужно развивать угольную, нефтяную, газовую, да, и оказалось, что в это время самые востребованные и откуда могут поступить деньги на бюджет, именно вот эти отрасли и оказались. Если бы там, скажем, занялись бы черной металлургией или чем-то, да, другим, то могли бы быть у нас проблемы с наполнением бюджета. Действительно. И, да, то, что вот, да, это то, что он как провидец
в этом случае еще как бы видеть, что как должна у нас республика развиваться. В этом отношении он очень последователен, так, и эту стратегическую цель, которую он для себя наметил, он придерживается. В чем я хочу сказать, что Вот молодец. правильно, да. Владимир Николаевич отметил про экономику. Я как раз хотел задать вопрос нашим экспертам. Вот отмечается спад, да, вы сказали, санкции, пандемия была 2 года. Но несмотря на это, вот у нас республика действительно является форпостом на Дальнем Востоке. Это не красивые слова, это действительно вот показатель, да. Если сравнить с другими регионами, то у нас Якутия входит как бы в перспективные регионы, промышленный рост региона составил более 12%, да, вот как раз те отрасли, которые Владимир Николаевич сказал. И ВРП, вот региональный валовый продукт, тоже растет, да, у нас по итогам 9 месяцев не менее 8%, да. И вот в чем причины сохранения стабильности, даже не сохранения, а развития такого Якутии, да, что нам скажут наши эксперты, экономисты? Афанасий Иванович, ну вы как председатель общественного совета, тоже вы, наверное, графики смотрите, правильно ли мы идем, вот. Почему так сложилось, что мы, как бы, несмотря на пандемию, на санкции, мы остаемся на уровне, даже развиваемся? Ну, смотрите, в целом, если посмотреть на макроэкономику, да, то наша республика, она вот все-таки добывающая, да, много у нас ресурсов, и алмазы, и золото, газ, нефть, и уголь. Вот. И макроэкономические цены на эти ресурсы в уходящем году были благоприятными. Да? Несмотря на пандемию, несмотря на санкции, их все равно покупали. Ну, кушать хочется, тепло нужно, электричество нужно. Это базовые потребности людей. Поэтому эти ресурсы покупались за валюту, собственно, валюта приходилась, компании получали выручку, платили дивиденды, налоги, зарплату и так далее. Да? Собственно, это и вкладывалось в рост. Потом стоит отметить то, что это результат не одного, 5-10 лет, да, это десятилетиями выстраивалось. Если вспомним, что золотая промышленность у нас, Алдан в 20-х годах уже начался, да, алмазная промышленность в 50-х, угольная в 70-х, нефть и газ вот при Вячеславе Анатольевиче Штырове. Да, то есть сейчас мы выходим на те показатели, которых ранее не было. То есть раньше была геологоразведка, потом разработка, а сейчас мы уже дошли, ну, трубу построили, да, сейчас мы уже дошли до экспорта. И те же угольные компании, вот, например, Эльгинское угольное месторождение, рост там будет и дальше, рост производства, да, там огромные, колоссальные запасы и колоссальные даже строить частную железную дорогу, порт специально под это месторождение. Там есть все для того, чтобы еще один поселок появился в Южной Якутии, достаточно хорошим уровнем населения, примерно такой же, как Алдан или Ленск, например, да. Соответственно, это все не может не давать экономического эффекта. И еще раз, это не за год, не за 5 и даже не за 10 лет было построено, это десятилетиями строилось. Да? Это были долгосрочные инвестиции, которые еще 100 лет назад, можно сказать, начались с золотой промышленности. Ну и вкупе с тем, что ресурсы, они все-таки исчерпаемы, это же не дерево, которое выросло, если срубили, да? И это не пушнина, которая вот размножается. Золото становится меньше и меньше в мире, да? А население, наоборот, становится все больше и больше. Потребление тоже растет, производство в мире тоже растет. Соответственно, в условиях сокращения мировых запасов ресурсов, да, цены на них растут, конкуренция за них растет. И мы же видим то, что в Европе уже, например, все месторождения исчерпаны, там Рурское месторождение и другие, да, и поэтому все восточнее идут в менее, скажем так, освоенные регионы. Ну и мы все прекрасно помним великие слова не менее великого ученого Михаила Васильевича Ломоносова, что могущество российское Сибирью будет прирастать, а Якутия, хоть и административно к Дальнему Востоку относится, географически находится в Сибири. И ресурсов у нас достаточно много. Не достаточно много, а очень много. Да? Их хватит тоже на десятилетие, а может быть даже и на несколько столетий вперед, да, если мы будем идти дальше на север, в Арктику и так далее. И это все будет обеспечивать нам продолжение экономического роста. Задача правительства, да, слаженно продолжать, во-первых, то, что начали десятилетия назад, да, и в
вкупе с федеральными органами власти, ведь недра — это федеральная собственность, да, реализовывать максимально качественно, быстро, экологично, да, с максимальной пользой для республики, для инфраструктуры, для качества жизни местного населения. Ну, вот каким-то таким образом. Владимир Николаевич, если позволите, я к вам, наверное, вернусь, если Чукур Николаевич разрешит. Вы в своих материалах газет выпускали критические материалы об эффективности субсидий для сельского хозяйства. В том числе и глава региона, он поднимал вопрос о, несмотря на те меры поддержки, все равно объем ВРП, валовой продукции он не растет. Что вот, как вы как специалист, как журналист, можете сказать, действительно ли эти меры обоснованы, и, собственно, критика ли она обоснованная? Когда вот делают аналитику, да, чего-то, мы, журналисты, понимаем, чтобы покритиковать, что-то можно найти, и вот раскочегарить, получается вот хороший, как бы, критический материал, да. А фактически вот эти люди, которые вот сидят в селе, кушают свое молоко, сметану, это не учитывается. Мы понимаем Да, пользу, это, направление денег и эффективность, качество продукции и так далее. Да, а вот насчет критики сельского хозяйства, сельского министерства. Арсений Сергеевич говорил же, что что только деньги есть, не развивается. Ну, насчет этого, да, сельское хозяйство, Министерство сельского хозяйства не занимается планированием. Ну, они действительно у нас в последнее время сели на то, что вот распределяют ресурсы. Ну вот доходит до банального, да. Ну, звонишь, почему вот что-то делать? Ну, это не наше полномочия. Полномочия переданы в УЛУСы. Вот у них и спрашиваете. А в УЛУСу, когда звонишь, они говорят, нет, это полномочия сельского хозяйства. Вот Министерство сельского хозяйства, вот у них и спрашиваете, да. Ну, как бы от футбола, да, замкнутый круг. Вот это должно остановиться. Еще сельское хозяйство должно заниматься планированием того же масла, да. Летом, когда много молока, пусть эти перерабатывающие предприятия заготавливают масло, чтобы зимой люди могли кушать качественный продукт, да? Если позволите, я еще бы вот хотел. Владимир Николаевич, вы отметили очень интересную мысль о том, что рынок труда у нас поменялся. И я допускаю, что, возможно, образование, как большая вот эта сфера, как система, она не успела перестроиться. И вот то, о чем Александр Сергеевич говорил в своем послании, что необходимо готовить кадры, чтобы вот воспитывать их, чтобы они оставались работать внутри региона. Мне кажется, это актуально и как и для промышленности большой вот добывающей, так и для агрохолдинга, и для легкой промышленности. Вот я хочу, у нас есть все-таки Анна Тимофеевна, она у нас представитель системы образования. Вот какая работа у нас в СФУ ведется, вот, чтобы сделать эту работу по воспитанию местных кадров более эффективной? Спасибо за вопрос. В университете у нас сейчас проводится обучение по целому ряду направлений, в том числе и связанных с техническими специальностями. Это специальности, которые ориентированы на горнодобывающую промышленность. Да? Но кроме того, что мы не забываем, что наш университет, Северо-Восточный федеральный университет, он основан на базе Якутского государственного университета, который всегда был классическим университетом. У нас имеется в структуре университета сильнейший медицинский институт, в котором обучается достаточно много и студентов, которые, зная высокое качество обучения, приезжают даже из-за рубежа. Вот. И вот то, что у нас университет имеет разнонаправленный вектор развития, конечно же, имеет свою специфику, потому что одно дело, если бы мы говорили о каком-то узкоспециализированном учебном заведении, типа политехнического института и так далее. Тут можно было бы выстраивать, конечно, такую логическую структуру, которая бы нацелена была бы на то, чтобы конкретно отбирать школьников со школьной стороны, готовить их для технических направлений и так далее. Это одно. Второй момент, конечно же, того, что у нас в республике идет
некоторое снижение качества образования на школьном уровне. Об этом в послании, конечно же, тоже отметил Айсен Сергеевич. Но я думаю, что тут, конечно же, сыграло свою роль и дистанционное образование, которое 2 последних года наши и школьники, и некоторое время и студенты нашего университета обучались на дистанте. И все это привело к тому, что результаты сдачи единого государственного экзамена и ОГЭ для 9 классов, они несколько снизились по сравнению с тем уровнем, который традиционно давала республика, находясь постоянно в числе лидеров по качеству образования вообще в Российской Федерации. И вот эта вот проблема, она достаточно системная. И поэтому нужно заниматься подготовкой к будущей профессии, начиная со школьной скамьи. Мы говорили про образование, человек работает, получает труд. И давайте вот тоже, интересно мне, да, хочу ваше мнение услышать. Вот у нас в мае будет 50 премий, да, по 300 тысяч человека труда будет распределяться. Просто как журналист хочу спросить, может быть, Петр тоже скажет свое мнение. По каким критериям? Да, по каким критериям, и вот, кому это будет даваться? Опять же, вы вначале приводили пример про то, как это было в Союзе основано. Да. Вот, как думаете, как станет это продолжением или не продолжением? Куда обратить большое внимание, да? Кто такой человек труда? 50, скорее всего, по каждому у нас это муниципальному образованию, да, по 35. Скорее всего, так да, думаете, да? Да, сначала так, и для городов будет больше, если так по-простому сказать. Да, и там же сказал еще, да, Афанасий Иванович, что вопрос про тех, кто новаторство ввел, так? Тоже такой же критерий тоже есть. Как вы думаете, кто будет удостоен вот такой премии, скажем? Должны выбирать, мне кажется, по отраслям еще. Ага. Да. Ага. То есть в каждой отрасли какой-то новатор должен быть найден. Где-то в сельском хозяйстве, где-то там в промышленном производстве, в золотодобыче, там, в угледобыче и так далее. И вот представители отрасли, они изнутри, наверное, лучше, не наверное, они лучше знают. Они сами должны выбирать. Да, между собой. Да, там должны награждаться лучшие по своим показателям, по критериям каким-то критерии будут определять, на какие должны отвечать эти кандидаты. Скорее всего, будет по 3-4 человека, скажем, на номинации, можно так по-современному говорить. Есть еще и очень хороший опыт, когда выбирают же человека года, гордость профессии и так далее, да, когда запускается процесс голосования, в том числе и в социальных сетях, и те люди, которые набирают достаточно большое количество голосов, они, в принципе, номинируются на те или иные звания или премии, да? То есть сочетание может быть вот такого общественного голосования, учета общественного мнения, плюс еще и приоритетные право предоставлять трудовым коллективам для того, чтобы они выдвигали на конкурсной основе своих представителей, для того, чтобы могли люди участвовать в общереспубликанском этом конкурсе. Наверное, это было бы очень хорошо. Я думаю, что для педагогов тоже, да, отдельная премия есть. Да. Тем более год наставника-педагога в будущем году у нас в Российской Федерации, то по 100 тысяч для педагогов, наставников тоже будет СВФУ тоже наверняка будет участвовать и направлять своих. В университете у нас работают люди, влюбленные в свою профессию. Они очень такие все талантливые, продвинутые, потому что если не горишь сам, невозможно зажечь и других. И это, конечно же, очень важно, это профессиональное качество не только вузовских наших работников, но и вообще работников сферы образования в том, что они горят своей профессией, они болеют за тех детей, за тех школьников, студентов, дошкольников, которые верены им, под их ответственность. И, конечно же,
это особые люди, которым не все равно. И учитывая разнонаправленную деятельность всех наших учителей, педагогов высшей школы, конечно же, у нас сейчас в отрасли остаются самые лучшие, самые востребованные, которые показали свою эффективность и высокую степень ответственности перед подрастающим поколением. Ну, я сомневаюсь, да, чтобы вот, будет качественным определение голосованием общественным, потому что вот сами знаете, когда вот за кого-то за что-то голосуют, то сразу начинают бежать по всем этим группам, голосуйте за нашего, голосуйте, это мой брат или мой кто-то и т.д. Эксперты должны Поэтому же сказали, что должна быть гибридная модель выбора, то есть и голосование в том числе, да, и рекомендации профессионального сообщества. Ну вот вы сами просто поиграться, как вариант. Ну и плюс, например, ввести еще один такой критерий, что он работает и получал соответствующее образование. А то часто бывает, что получил, например, сельскохозяйственное образование, а работает, например, в промышленности, да? Ну вот тоже, ну как вариант, как предложение, можно принять, можно не принять. Мне тоже кажется, что оставить, на мой взгляд, право выбора человека трудовому коллективу, все-таки, в котором он находится, потому что эти люди объективно его знают лучше, чем все, кто находится в интернете. С другой стороны, посмотрите, здесь тоже есть антипод. В СФУ сотрудников больше, чем в ИГТУ, и они больше могут... Там 50 премий. И тем более она еще... сколько? Там же она еще ежегодная. Мне кажется, в любом случае, когда-то это отметят всех. Да, это коллеги, эта премия будет ежегодная. Я думаю, очень правильно Айсен Сергеевич сделал, что у нас будут премии педагогам, наставникам. У нас продлевается вот материнский капитал, дети столетия. И вот это все повышает престиж. Престиж материнства, престиж педагога и престиж человека труда. И вот как бы заканчивая наше обсуждение, большое спасибо за такие интересные мысли, за ваше экспертное мнение. Можно подвести, да, вот как бы основные черты, послания и так далее. Некоторыми словами я вот записал. Это качество, как Афанасий Иванович подметил, да, это качество труда, как вы подметили, это качество образования, должно быть улучшенное качество образования. И, конечно, опираясь на вот мнение народа, мнение населения, на те наработанные наши планы, те реализованные планы, которые мы уже взяли планку, мы еще будем идти дальше, развиваться и добиваться высокого качественного труда, эффективного труда во имя развития нашей Якутии и во имя блага нашей великой России. Спасибо за внимание. До новых встреч.